Меня зовут Наталья Журавлева, я работаю в Greenpeace уже 7 лет, и я работаю со сторонниками. Сторонники у нас супер разные люди, это все те, кто нас поддерживают. Если кому-то будет издалека меня плохо слышно, пожалуйста, кричите, там, машите, говорите, и я отреагирую и постараюсь говорить погромче. Так вот, с чего я, собственно, хотела начать. Вы, наверное, все слышали, спасибо вам большое, что вы сюда пришли. Мне кажется, что это такой показатель, что вы слышали уже где-то про бренд Greenpeace, правда же? Да. Это здорово. Как вы думаете, чем занимается эта организация? Я согласна. Еще разок, пожалуйста. Спасает мир. Очень приятно, просто супер приятно. Да. А может быть еще какие-то варианты? Да, я слышала такой вариант. Нет, это, он существует, но это не так. Не работает на Госдеп. Нет, что, хороший вариант — это один из мифов, с которым мы постоянно сталкиваемся. Я готова про них тоже рассказать, если вам будет интересно в конце нашего разговора. Так вот, Greenpeace, вы все верно сказали, что все варианты, которые вы привели, кроме Госдепа, были верными. Мы действительно занимаемся и защитой экологических прав. Вообще, если говорить глобально, то мы занимаемся решением глобальных экологических проблем. Причем локальными проблемами мы занимаемся... Спасибо. Раз. Слышно, да? Ну вот, локальными проблемами мы занимаемся чуть-чуть меньше, и в том случае, если их решение приводит к решению глобальных экологических проблем. Greenpeace в мире существует уже больше 40 лет, а в России в прошлом году нам исполнилось 25 лет. У нас был такой праздник. Так вот, извините меня, у меня, конечно же, из-за этой вот релокации немного в потерянном состоянии, но думаю, что в любом случае я передам те мысли, с которыми я сюда приехала. Так, сейчас одну секунду. На самом деле, у Greenpeace есть, у Greenpeace есть два самых основных принципа, которые делают эту организацию Greenpeace. В диджитал среде они точно так же работают, как и во всех остальных сферах. Первый принцип Greenpeace, может быть, я не знаю, вдруг кто-то знает об этом. Нет, супер. Два принципа. Первый из них — это независимость, и второй — ненасильственность. Независимость выражается в том, что мы принципиально не принимаем средств от каких бы то ни было политических партий, от государств, от бизнеса, от корпораций. Мы принимаем средства только от частных лиц. Частные лица — это мы с вами, это обычные люди. Более того, вот я как раз работаю именно в этой сфере, и могу вам сказать, что крупные пожертвования у нас обязательно проходят проверку на конфликт интересов, а мелкие пожертвования проходят проверку на конфликт интересов выборочно. Почему я об этом говорю? Потому что первое действие, которое вы можете сделать для того, чтобы спасти мир в интернете, это сделать пожертвование. Сделать пожертвование не обязательно в Greenpeace, можно сделать его в любую другую организацию. Я лично всегда агитирую людей помогать именно фондам и организациям, поскольку лично я верю в то, что у фондов есть больше возможностей. Фонды знают контакты, фонды отвечают передо мной за те действия, которые они совершают, когда я перечисляю средства. Это моя позиция. Я делаю пожертвования в большое количество разных организаций, в том числе у нас Швеция, из которой Злата здесь, и другие тоже организации. И это одно из таких относительно простых действий, которые может себе позволить почти каждый человек сделать онлайн пожертвование в ту организацию, которая вам нравится. После этого хорошая, уважающая себя организация будет нести перед вами ответственность и отчитываться о том, что они сделали благодаря тому, что вы спасли мир, сделав пожертвование. Сейчас очень многие сервисы позволяют делать пожертвования регулярно, что тоже супер удобно. У меня как раз регулярные подписки оформлены.
это совсем не страшно, и я, в общем, всех агитирую, чтобы это делать, а всех, у кого есть собственный проект, у кого есть свои организации, договариваться и устраивать себе вот этот ручеек частных пожертвований из регулярных пожертвований. Что делает для этого Greenpeace? У Greenpeace существует огромное, мы вообще очень много всего делаем для того, чтобы можно было принять пожертвования в интернете. Я как раз, моя основная работа как раз связана с диджитал сферой и с пожертвованиями, которые вы можете сделать. А основной инструмент это, конечно, лендинги, они часто связаны с проектами, они красивые, мы очень много времени уделяем тому, чтобы сделать так называемый юзабилити приличный у этих лендингов. Мы очень много времени уделяем тому, чтобы они были содержательными, потому что мы зашли туда, сразу поняли, о чем идет речь. Какой-то, там часто есть какой-то сторителлинг, вы можете посмотреть на проблему и как с ней мы собираемся справляться, и, может быть, захотите помочь и может поддержать. И, ну да, это один из шагов, который поможет нам всем спасти мир, в том числе не выходя из дома, а просто сделав такой шаг за несколько минут буквально. Второй принцип Greenpeace – это ненасильственность. Это наша тоже принципиальная позиция. Многие считают, что очень хорошо было бы иметь возможность, добро должно быть с кулаками, вот это все, и хорошо было бы иметь возможность просто как насильственно ответить обидчику. Мы так не считаем, и вот уже в мире больше 40 лет мы работаем при помощи ненасильственных акций. Это означает, что в ходе акции не должно пострадать ни людей, ни здоровье людей, ни какого-то имущества. То есть все акции, которые вы видите, которые вы, может быть, видели когда-то по телевизору, там никогда нет никакого намека на оружие, никогда нет никакого намека на причинение людям какого-то вреда. Вот, это может быть блокирование каких-то действий, но блокирование это не нанесение ущерба. Вот, и, собственно, акция – это только вершина айсберга. Вершина айсберга, о которой мы обязательно должны рассказать, в том числе, конечно же, тоже в интернете. Потому что если мы не будем рассказывать, то просто в этом нет никакого смысла. Акции предшествует огромная, часто многомесячная работа и подготовка. Подготовка не самой акции, а это исследование, это часто построение компьютерных моделей. Например, не знаю, сейчас затрону такую сложную для нас очень тему. Когда мы протестовали против бурения нефти в Арктике, то вот люди увидели акцию в 2013 году, а мы увидели, естественно, до этого мы увидели не саму акцию, а гигантскую подготовку, которая до этого была сделана. Например, мы вместе с научным институтом заказали исследование, которое было основано на данных, которые мы получили в том числе из открытых источников, про то, какие есть средства у нефтяной компании для того, чтобы убрать нефтяной разлив. И дело в том, что средств у них практически не было. И на самом деле никто сейчас не умеет убирать нефтяные разливы в Арктике. Плохо умеет убирать даже в более южных широтах, значительно более южных широтах. Вот, а в Арктике это практически невозможно. Вот мы делали специальное моделирование того, как там может развиться нефть вместе с исследовательским институтом. Обнаружили, что при разливе не быстро среагировать, не убрать их невозможно. И с этим исследованием обращались и государству, и обращались в саму компанию. И только когда не было получено никакого ответа за много лет, после этого мы привлекаем внимание общественности. Таких людей, как вы, таких людей, как мы, просто всех, кто только может обратить на это внимание. Потому что это очень опасно, потому что мы с вами все рискуем. И, конечно же, вот к этой вершине горы, к самой-самой вот верхней точке, к акции привлекается больше всего внимания, и благодаря этому люди понимают, насколько проблема серьезна. Например, благодаря нашим действиям в 2014 году из Арктики ушли все компании, отказались от бурения нефти в Арктике, кроме, к сожалению, России.
И Statoil, и там еще был, Shell и Statoil отказались от бурения нефти в Арктике. Это было в том числе из-за того, что Greenpeace во всем мире говорил об опасности бурения. И компании, когда посчитали, насколько это дорого, насколько дорого обеспечить полную безопасность, и насколько это еще неизвестно, насколько это прибыльно будет добывать там нефть, если обеспечить полную безопасность, то они решили, что ну да, эти зеленые, наверное, правы, и отказались от бурения нефти в Арктике. Вот один из примеров, как в интернете, как мы с вами можем привлечь внимание до такой степени, чтобы просто на глобальном уровне изменить мир. Я на самом деле принесла еще в виде супердиджитал инструмент, моя тетрадка, в которой я записала еще целую кучку примеров нашей работы за много лет, что еще удалось сделать. Из там недавних примеров, например, ой, извините, тавтологию, из недавних примеров это основание заповедника, точнее, это не заповедник Нацпарк. Нацпарк Ладожские шхеры был создан в 2017 году, в том числе благодаря огромной поддержке людей, благодаря и работе Greenpeace, научной, по изучению, например, видов редких и исчезающих, которые там живут, и, естественно, благодаря поддержке людей. В январе 2017 года, в этом году, конечно, примеры тоже есть, но я рассказываю про такие, то, что называется solid, про то, что уже вряд ли изменится, про такие, то, что уже такие точные победы. Например, в январе 2017 года мы с вами, все те люди, кто присоединялся к нашей работе, нам удалось спасти кедровые леса России. Дело в том, что 80% кедровых лесов России собирались отдать под вырубку. Если вытащить, их можно было вырубать, потому что процент кедра там, наши депутаты решили, что процент кедра небольшой, поэтому можно их все вырубить. Вот, благодаря 27 тысячам подписей, представляете, всего 27 тысяч, это не так уж много со всей России. Но вот благодаря этим людям, благодаря 27 тысячам подписей, мы сумели доказать, что отдать кедровые леса под вырубку – это большая ошибка. И, собственно, сейчас это запрещено. Сейчас я вам расскажу дальше еще всякие разные примеры. Вот, мой любимый пример про кони. Сейчас, это как раз было про Нацпарк Юга-2 и про объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, который называется «Девственные леса Кони». Там должна была быть, в северной части Нацпарка Юга-2, должна была, хотели начать добычу, разработку золота. Но дело в том, что золото есть не только в заповеднике, а это объект всемирного природного наследия, чтобы вот просто оценить всемирное природное наследие ЮНЕСКО – это самые ценные природные территории, которые только можно себе представить. Таких природных территорий просто аналогов нет, и человек никогда не сможет их восстановить. Если мы их разрушим, то это все, это конец, потому что восстановить их нельзя. Это экосистемы, которые складывались многие тысячи лет, и то, что мы можем сейчас сделать, мы можем их беречь. Мы можем восхищаться этой невероятной красотой, мы можем иногда, не знаю, фотографировать их, делиться тем, что вот есть на нашей планете, теми ценностями, которые у нас есть. Но золото мы все-таки должны добывать в другом месте, тем более, что это возможно. Ну вот там хотели начать добычу золота, но всего 22 тысячи подписей спасли Нацпарк Юга-2. И, правда, это для нас была огромная победа. Еще примерчик. Ладно, это я не помню, к сожалению, в каком году, но у нас был интересный законопроект про то, что давайте закачивать отходы производства и грязную воду в недра. Нам тоже показалось, как и многим другим экологам, что это плохая идея, потому что если закачивать грязную воду в недра, то она попадает потом в питьевую воду, потому что мы тоже берем питьевую воду оттуда же. И мы такие, не-не-не, народ, это не очень хорошая идея. Нам говорят, да ладно, классно же, мы не будем видеть эту грязную воду, давайте просто закачаем ее в недра. Вот, и мы опять же создали то, как мы это делаем, мы создаем такие, то есть это диджитал работа соединяется с спасением мира. Мы создаем лендинг, рассказываем о том, что
вот собирается происходить, и просим оставить подпись при помощи вашего электронного адреса, буквально при помощи вашего имейла, ну, имени, естественно, и имейла. И ваша подпись уходит в Министерство природных ресурсов, в министра, на все официальные адреса. Но сначала, естественно, мы решаем в организации, мы очень долго думаем, кому эффективно будет написать, потому что мы не делаем каких-то верных посылок, мы всегда знаем, кому нужно написать, чтобы эта проблема была решена. И вот вопрос с недрами и закачкой грязной воды под землю решился при помощи 18 тысяч подписей таких людей. Сейчас, слава богу, делать этого нельзя, и это очень хороший результат, в том числе потому, что если мы разрешим просто прятать что-то, ну, под землю сейчас мы назначаем туда и все, то предприятия, которые вообще-то должны эту воду очищать, они просто потеряют стимул к тому, чтобы это делать. Потому что зачем очищать, если можно просто скачать под землю? А это не очень хороший способ, потому что чистой пресной воды в мире очень мало. Несмотря на то, что люди представляют себе там круговорот воды в природе, на самом деле в Байкале 20% чистой пресной воды. То есть, ну, чистой пресной воды, которую мы с вами можем пить сейчас, прямо использовать, ее ограниченное количество. И, конечно, мы не хотим ее потерять из-за того, что просто люди решают спрятать свои отходы, просто вылив их под землю. Еще, собственно, что я хотела вам рассказать. Больше это было. Вот, тоже один из моих любимых примеров про то, что вот в 2014 году, сейчас мы с вами можем наблюдать последствия этих наших своих действий. В 2014 году у нас была масштабная кампания, я сейчас вам рассказывала про кейсы, в основном российские, а это был международная была работа. Она называлась, по-моему, Detox Our Fashion в международном сообществе. И она была про то, чтобы сделать моду не такой токсичной, как она есть сейчас. И это тоже связано с водой. Дело в том, что бренды, когда производят одежду, то красители и все те вещества, которые используются при производстве одежды, они очень токсичны. И раньше бренды не обязаны были рассказывать о цепочке производства. И не хотели, естественно, этого делать. И наши эксперты приехали в Китай, посмотрели на то, какие красные реки, там синие, разноцветные текстуры этих фабрик. Все это засняли с большим трудом, потому что в Китае довольно тяжело работать. И показали всему миру, во что, собственно, выливается буквально мода, во что она находится. В 2014 году 30 крупнейших брендов, таких как H&M, Zara, такие, которые у всех на слуху, они сказали, да, это проблема, мы согласны. Конечно, прямо сейчас мы не можем отказаться от, даже раскрыть схемы, технические схемы производства мы не можем прямо сразу в 2014 году. Но мы обещаем, что к 2020 году мы это сделаем, мы сделаем наше производство более экологичным и расскажем о том, как все это происходит, каким образом мы делаем одежду, которую вы потом носите. И сейчас можно увидеть уже результаты этого, результаты того, что вы зайдете в магазин, вы увидите, что какие-то коллекции сделаны, например, из переработки. У меня были супер классные кроссовки, не скажу какого бренда. Хорошо скажу, Adidas это были кроссовки, сделаны на 90% из переработанного пластика. И на какой-то большой процент это наша заслуга. Наша, я имею в виду не себя, а таких людей, которые расставляли эти подписи, которые при помощи своего email-адреса и того, что они проводят время в интернете, сделали это возможным. Вот. История про Россию тоже относительно недавняя, в 2015, кажется, году. Тоже больше 80 тысяч человек отправляли подписи своим губернаторам. Естественно, это была сначала большая наша диджитал работа для того, чтобы сделать лейблинги для каждого города. 80 тысяч человек поучаствовало, отправило подписи своим главам регионов, это были губернаторы и мэры и губернаторы, вот так. И эти 80 тысяч человек просили раздельный сбор отходов. До этого, тоже было, до того, как мы просим подписать петицию, приглашаем людей подписать петицию, этому предшествует тоже гигантская работа. Например, мы проверили просто всю нашу страну, проверили, есть ли
там возможность перерабатывать эти отходы, потому что я вот знаю, что кто-то из вас сейчас наверняка думает, да это же невозможно, у нас же нет этих предприятий, которые перерабатывают отходы. Это не так. Во всех регионах России какие-то предприятия по переработке отходов есть. Более того, для переработки каких-то, например, для переработки бумаги вообще не нужен какой-то особенный завод. С вторичной целлюлозой можно работать там же, где работает с первичной целлюлозой. Так вот, во всех регионах, во всех субъектах Российской Федерации есть, может быть, не все сразу предприятия по переработке, но какая-то переработка везде есть. И вот эти 80 тысяч человек говорили: дорогие наши власти, мы готовы раздельно собирать бумагу, мы готовы раздельно собирать стекло, пластик. Дайте нам такую возможность, пожалуйста, потому что у нас нет контейнеров, мы не знаем, как это делать. Ну, точнее, мы знаем, но мы не можем, потому что у нас нет контейнеров. И огромное количество, многие, в общем, губернаторы и многие мэры сказали, что ой, ну да, очень хорошая идея, нам она очень нравится, но сделать мы примерно не можем ничего, потому что это все очень тяжело. Но это только поначалу, потому что дальше мы стали работать с этими людьми. Мы до этого написали всем губернаторам, сделали рейтинг того, как кто ответил. Кто-то был готов, как Петрозаводск, например. Кто-то колебался и говорил, что да, очень хорошая идея, мы саму очень поддерживаем, но скорее нет. Кто-то категорически говорил, ну нет, у нас нет никаких, значит, условий для этого, что неправда. Вот. А дальше мы начали работать с этими регионами еще более плотно, благодаря тому, что власти заметили нас с вами, заметили наши потребности, заметили то, что мы у них просили. И сейчас, например, это тоже одна из лишних штук, о которой я хотела вам рассказать, на нашей карте пункт приема вторсырья, если вы прям вот эту вот фразу забьете в поисковик, то вы найдете карту пункт приема вторсырья, которую поддерживает Greenpeace и волонтеры. В городах волонтеры проверяют эти пункты, работают они или нет. Наносят на карту, есть там один координатор, который собирает волонтеров в каждом конкретном городе. Вот. И это тоже вполне себе диджитал штука, пока еще не очень удобная, мы сейчас ее будем перерабатывать, но она очень даже рабочая. Например, я недавно ездила в Саратов, у меня там образовались, не знаю, стеклянные бутылки, которые, господи, я же не могу выбросить стеклянные бутылки. Я нашла место, куда можно в Саратове, благодаря нашей карте, я нашла место, куда их можно будет переработать. Нет, я говорю, это были пластиковые бутылки, там переработки стекла в Саратове сейчас пока не отвечено. А стеклянные поскольку я из Greenpeace, я везла их с собой в Москву. Очень странно. В Москве-то нет? В Москве есть, да, с бутылками напряжен. Вот, еще мой персональный, в общем, мой случай. Обычно мы куда-то с моим молодым человеком вместе ходим, мы носим все эти бутылки с грустным лицом. Точнее, сначала с грустным, а потом такой, ладно, я же тебя знаю, давай найдем переработку. Вот. Это тоже, в общем, очень хороший, на мой взгляд, пример, как из диджитал, из онлайн-среды мы можем менять мир реально вокруг нас, сейчас прямо. Поэтому я вас всех призываю не относиться к вот этим всем подписям свысока и знать, что это действительно работает. У нас есть реальные примеры того, как можно менять мир, в том числе в интернете. Вопросы, пожалуйста. Да, самое время помогить Батури. Здравствуйте. Вопрос такой. Вообще, занимаясь политикой и общественной деятельностью, считаю, что экология – это единственное то, что может еще сильно объединять людей. Потому что экология – это жизнь, это мы с вами. Вот в данном случае у меня вопрос по регионализму. Вот, скажите, вот ваша компания, вот с нашими экологами, как взаимодействует? Какие у вас общие планы? Кого вы можете назвать из личностей, из организаций? Вообще, кто вам помогает в этом вашей работе? Это такой очень комплексный и довольно сложный вопрос, потому что у нас есть как минимум крупных сейчас, вот прямо сейчас происходит 3 проекта, 3 больших направления. Это борьба с природными пожарами, огромная проблема в России. У нас также есть достаточно серьезная проблема в том, что в крупных городах супер грязный воздух, и люди практически ничего с этим не делают, а мы знаем, что можно с этим сделать. И еще это вот как раз проблема отходов.
И это 3 гигантских очень крупных направления. И, естественно, у нас, на самом деле, Greenpeace не такая большая организация. В России 100 человек, 80 работают в Москве, 10 в Питере, а мы охватываем всю страну полностью. Да, я понимаю, поэтому вы спрашиваете. Так вот, у каждого из проектов есть свои контакты в разных регионах. И если мы, например, ведем речь о создании нового заповедника, то, конечно же, у нас есть эксперт, который зовут Михаил Крендлер, его очень многие в этом вот как раз среде знают. И это обязательно работа с местными организациями, потому что без людей на местах, без экспертов на местах и без поддержки на местах это все просто невозможно. Но конкретно, если у вас потом будет вопрос, по какому конкретному направлению, задайте мне его, и я обязательно найду тех людей, кто у нас в этим занимается. А можно сразу конкретное направление? Для Коми одна из самых главных проблем – это нефтеразливы и… Владимир Чубров. Понятно. У нас… А комитет… Да, мы с ним сотрудничаем, я точно знаю. Да, с комитетом… Слушали мой вопрос? Да, это наш коллега Владимир Чубров, он сам из Коми. Вот, и с комитетом спасения Печоры я вот прям точно знаю, что они постоянно работают. Моя юристы сюда к вам недавно приезжали, вот, и Чупров, и плюс наши юристы, именно в комитет спасения Печоры. То есть они совершенно точно на связи. Олег Михайлов, депутат Госсовета. Мы приезжали на совещание 28 мая, посвященное законопроекту о запрете эксплуатации нефтепроводов старше 20 лет, которое было как раз на базе комитета по природным ресурсам. Вот. Я бы хотел просто немножко добавить к тому, что вы сказали. Дело в том, что действительно работа по исключению золотодобычи в месторождении Чудное, да, на территории национального парка Юрка-2, она велась очень давно, и действительно там уже предпринимались попытки золотодобычи. Они просто они не хотели там добывать, они там начинали его делать. И действительно, этот вопрос очень важный, потому что это объект всемирного правового наследия, и то, что вы говорите, это действительно очень важный момент. И не только 20 тысяч, 22 тысячи подписей сыграли свою роль, но также и обращения, которые были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по этому вопросу. И более того, этот момент тоже нашел свое отражение и в тех планах социально-экономического развития регионов. Они были включены, эксплуатация данного участка была включена в план социально-экономического развития. Сейчас она должна быть исключена по протесту прокуратуры. Это второй момент. И третье, вот то, что вот уже сказано было про загрязнение. Это, вот, конечно, сбор мусора, да, в разные, значит, там, баки, да, и загрязнение вод, это очень актуальный момент. Но для Республики Коми действительно, наверное, наиболее важная тема – это нефтеразливы. Потому что эксплуатация вот, природных ресурсов в части как раз вот, нефтяных, да, запасов, она идет просто очень грязно. И в каждую весну вся наша нефть благополучно в крупнейшую реку Печору в Европе сплавляется огромными темпами. Так вот, я бы хотел бы, скажем так, в качестве вот, такого пожелания, наверное, чтобы мы все-таки с вами более активно сотрудничали, наш комитет спасения Печоры и Greenpeace, для того, чтобы эту тему с нефтеразливыми и нефтепроводами довести до своего логического завершения. Да, я согласна полностью. И спасибо тоже. Совсем не говорит, но хотим тогда короткий, надеюсь, вопрос к ней. Вопрос очень специфический. Могут ли российские экологи, подобно своим коллегам в Германии, создать свою политическую партию и серьезно участвовать в политике? Очень хороший вопрос, супер, на самом деле супер хороший. Нам его тоже задают часто, потому что в России такая грань между политикой и экологией, она как-то немного размыта. На самом деле нет, потому что мы не боремся за власть. Если бы мы создали… Короткий ответ, был хороший короткий вопрос, постараюсь дать просто короткий ответ, хотя, видите, меня очень выносит слишком хороший вопрос. Дело в том, что одной из позиций Greenpeace является то, что мы не правительственная, не коммерческая общественная организация. Если мы создадим свою партию, то мы уже не будем вот этой третьей силой. То есть вообще экологи, конечно, могут создать партию, конечно, могут стать зелеными, создать зеленую партию, как в Германии. Это вполне себе легитимно, правомерно, как угодно, так можно сделать, почему бы и нет. Может ли это сделать Greenpeace? К сожалению, нет. Мне иногда самой хочется сказать, нет, я перестану работать в Greenpeace, пойду я работать куда-нибудь, создам свою партию, например, партию зеленых. Но я вижу, что у Greenpeace в том виде, в котором организация сейчас существует, тоже есть свои плюсы. И
это просто немного другой вид работы. А что мешает делиться? Ну, я пока не нашла в себе сил найти свою собственную партию. У меня мало сторонников. Они все, не знаю, в моей квартире живут, мне кажется, все мои. А какой-то группе лиц, правильно? Ну, я таких лиц пока не знаю. Ладно, спасибо, и давайте все по